Рада вас приветствовать на нашей пресс-конференции. Очень приятный для нас повод вновь собраться, и чтобы обсудить, чтобы как-то прочувствовать тот момент, тот победный момент, когда наши прославленные спортсмены показывают блестящие результаты на столь крупных мероприятиях. Всех благодарю за то, что пришли. Надеюсь, наша встреча будет плодотворной. В первую очередь, то, что сегодня нам ограничили международный путь, то, что мы не можем выступить, это очень сильно давит на спортсменов и на нас, на всех. Естественно, вот эти игры, спартакиады, еще там делают турниры разные. Я думаю, это только на пользу том, чтобы просто даже почувствовать соревновательный процесс, вот эту атмосферу. И это очень правильное, нужное решение, мне кажется. И, если говорить о самой спартакиаде, то лучшие дзюдоисты, да, действительно там собирались, и все бились, все пытались, настраивались на том, чтобы показать результат. И организация, все было отлично, все там было, все нормально. И, в принципе, мы все целый год готовились, и это один из самых главных стартов в этом году. И, думаю, посмотрим дальше, надеемся на лучшее. Опять больше лидирования, а так и Швидов будет забегать. Возможно. Подбивает ногу. Да, очень много финтов, но при этом не вкручивается, центр тянется, не переносит, прогрузает. И все делает пока аккуратно. Вот это отлично, это икона. Контрдвижение, Владимир Владимирович. Мотовка шикарная, и тут у него глаза икона. Я думаю, тут чисто, конечно, амплитуда движения, скорость. Первый раз в 2009 встречались на первенстве России в финале. И с тех пор все время конкурируем. Он тоже достойный соперник. В любом случае, я его знаю, и он меня знает. С ним нелегко мне приходится, честно говоря. Но тут уже больше был тот факт, что я действительно был готов, здесь в очень хорошей форме. Я чувствовал, что и переигрываю его, и могу его поймать, и что и произошло в дополнительное время. Конечно же, поддержка всегда, это с одной стороны приятно, с другой стороны с этим тоже, как говорится, надо уметь справляться, да. Когда ты выходишь на ковер, и практически ты должен уже сфокусироваться на борьбу, на соперника. Естественно, мои личные тренера, которые со мной рядом, как вы все видели, они мне старались правильную подсказку сделать, дать какую-нибудь. Изначально мы выходили определенной стратегии. Как мы видим, две схватки, которые Хасан проводил за выход в финал, и в финале эти схватки были приведены в Golden Score. Это не просто, многие вопросы задают, а почему так тяжело, перешел в Golden Score. Перешел, потому что была так поставлена задача. Мы изначально с Хасаном Юнусом Аздоевым мы подошли к Хасану, сказали, что борьбу надо переводить в Golden Score, чтобы соперник успел немножко подустать, тогда можно уже бороться. Видите, Хасан как борется за его рабочую руку постоянно. И в конце концов соперник начинает уставать и хочет перестроиться. Вот в этот момент, когда он начинает перестраиваться, в этот момент и за выход в финал Хасан бросил, и в финале бросил именно так, когда соперник начал уже перестраиваться. Именно вот эта задача была поставлена, и он как профессионал с ней хорошо справился, послушал и порадовал нас, как в старые времена. Всем добрый день. В любом случае, иногда, как говорится, мы планируем, а иногда Всевышний распоряжается по-другому. Я думаю, чуть неправильная тактика у меня была именно в финальном схватке. Начал чуть неправильно, и вот это немного сказалось на мою борьбу на финале. И вот это то, что я неправильно начал, оно, мне кажется, и чуть повлияло именно на финальную схватку.
А так, в общем, в принципе, была задача определенная, но как-то реализовать не получилось. Ассаламу алейкум. В первую очередь для того, чтобы наши зрители, те, кто не знают, можно так сказать, что такое чемпионат Азии, это примерно как чемпионат Европы. Во-первых, этот турнир – это начало олимпийской лицензии, и тем самым Джафар заработал 700 очей. И это стало причиной того, что он может участвовать на чемпионате мира. Вот после Олимпиады в Токио были внесены изменения в правилах допуска спортсменов на официальные старты. Это чемпионат мира и Олимпийские игры. И для того, чтобы выступать на чемпионате мира, надо быть в 100 мировом рейтинге. И получается, Джафар на сегодняшний день он был 48-м, если я не ошибаюсь. Это, во-первых, первый ингуш, который стал чемпионом Азии. И это большой вклад, можно так сказать. И я прошу Всевышнего, чтобы Джафар, так же как и Хасан и Хусейн, смогли попасть на Олимпийские игры в Париже, и чтобы Всевышний облегчил им дорогу. А само выступление Джафар долгое время, так сказал, был в засаде, готовился, и хотя на таких российских, можно так сказать, на уровне СКФО так выступал, не терял навыки, и все равно такого международного опыта, международных стартов не было. И это очень хорошая заявка на дальнейшие старты. Ассаламу алейкум. Спасибо всем за поздравления, за поддержку. Хотел бы начать с благодарности, в первую очередь, алхамдулиллах, Аллаху, а затем в переходе за Эмираты приняли участие немало людей из тех, кто сидит за этим столом. Приняли участие очень сильно Муса Магушко и Хасан Хамурзаев. Отдельно хотелось бы их поблагодарить. Чемпионат Азии действительно, у меня, как Муса отметил, небольшой опыт на международной арене. Этот старт был для меня очень важен, потому что не было рейтинга, как Муса отметил, чтобы попасть на чемпионат мира. Из-за этого старт был очень волнительный. Я очень хотел и сделал все, что смог, чтобы добиться этого результата. А дальше будет чемпионат мира. Постараемся не отпускать планку и продолжать в том же духе. Джафар, мы знаем, что ты поменял весовую категорию. Хотелось бы узнать, как это повлияло на твою борьбу. Да, я недавно перешел в весовую категорию 100 килограмм. Мне давно уже советовали перейти, так как в 90 я гонял немало. И вот эта весогонка очень сильно сказывалась на моей борьбе. Да, я перед Азией тоже вот на эту спартакиаду отбирался внутри России, попробовал себя в этой весовой категории, и вроде бы неплохо у меня получилось. Даже вот после последнего чемпионата России, когда я согнал много веса, вот уже тогда я решил, что больше на 90 я гонять не буду. И лучше чувствую себя, я думаю, в сотке лучше, чем в 90. Джафар, первый представитель ингушетии, который стал чемпионом Азии, да, вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, насколько это значимая победа для ингушского спорта в целом. Ну, я бы не сказал, что Джафар был первым представителем, потому что у нас первый медаль, который завоевал на Азии, это был Исмаил Вишигуров. Он сегодня работает с нами в паре тренером, также здесь в Ингушетии. Он был первым представителем Ингушетии, который за Казахстан выиграл бронзу на этих соревнованиях. И в то время отобрался на Олимпийские игры, но в ряде таких интриг, которые он не смог поехать на эту Олимпиаду. Он должен был быть участником этой Олимпиады, он завоевал эту лицензию, но так получилось, что он не поехал на это. Значимость очень большая, потому что конкуренция в 100 килограмм в России очень сильная, очень сильная. И есть призер Олимпийских игр последний в этой весовой категории.
что делать, хоть и молодой Джафар, что было делать, надо было что-то придумать. И хорошо, вот как он сказал, Хасан Халмурзи и Муса Магушков подключились к этому вопросу. Долго ему не давали это разрешение уехать, выступать. Ну, по воле Всевышнего он попал туда и сразу выиграл. Прямо практически он с тренировочного зала уехал на эту Азию. Он был на последней тренировке, да, у нас. Он говорит, если завтра все получится, я должен улететь. Буквально с зала уехал. И очень сильно нас порадовал. Хорошую, зрелую борьбу показал. В финале с ним боролся Базбаев, который является призером мира в 90 килограмм. Хороший, очень опытный борец. Участвовал на 2 Олимпийских играх. Так что он не такой слабый соперник был. Но Джафар очень грамотно и правильно с ним разобрался. Все, борьбу построил правильно, выиграл и порадовал нас. А вот смена весовой категории, это правильный шаг? Это очень правильный шаг, и этот шаг я года 3 назад, да, тебе говорил, я очень сильно настаивал на этом, чтобы он перешел в другую весовую категорию, потому что те кондиции, которые сегодня есть у Джафара, все и физические, и технические данные позволяли ему перейти в другую весовую категорию. Но ввиду своей молодости и неуверенности он думал, что что-то все-таки там будет. Но после России, в Майкопе, да, мы уже поговорили, он говорит, да, надо менять. И также со своими тренерами он, наверное, это обсудил и перешел. Вот видите, как вовремя, говорится, правильно перешел и сейчас показывает уверенную, хорошую борьбу, потому что весогонка не для всех дает нужного результата. Потому, и если можно, о Хусейне Халмурзае я сказал немножко. Как мы знаем, в Красноярске в конце мая проходил турнир у нас в рамках того, что сейчас вот эта политическая ситуация, которая стоит сегодня в стране, проводит несколько турниров, которые будут значимы. В конце года, в декабре месяце будет проводиться самый большой турнир с этим. И мы ездили в Красноярск, и Хусейн боролся там и травмировался, сломал ребро, порвал межреберную мышцу. И практически весь июнь мы не тренировались. Он был дома, мы не могли поехать ни на один сбор, ни это. И уже потихоньку тренироваться, начали подходить. И вот эту борьбу, которую он сегодня показал, мы рады, что он смог хоть какую-то форму набрать к этому старту. Потому что соревнования были действительно очень сильные, все лучшие в стране там были, даже должны были бороться белорусы, но почему-то они не приехали. И все равно он нас порадовал, да, немножко финальная схватка, задача была поставлена, мне кажется, правильно, но немножко сломали там схватку вот этими 2 замечаниями, и пришлось немножко рисковать, и потому борьба получилась такая смазанная. Но я думаю, все лучше постигается, так что будем исправляться. Я думаю, если будет чемпионат мира, будем готовиться к чемпионату мира. Если не будет, то уже к чемпионату России, который пройдет в начале ноября. Я думаю, там уже подойдем в хорошей такой форме. Вопрос у меня к представителям сборной России. В обстановке санкций, как делается, что делается в сборной, какие решения, какие выходы на тренерский штаб, чтобы вы без выхода на какие-то международные соревнования все-таки не теряли какие-то навыки и внутри сборной страны и вот на Спартакиаде, которая прошла, да, накануне, насколько сильна конкуренция, насколько эта сильная конкуренция не даст вам как-то выпасть из мирового рейтинга? В любом случае у нас наша страна одна из сильнейших стран мира, и то, что даже этот же чемпионат у нас внутри, который мы проводим, или какие-то вот эти соревнования, это тоже как бы сильнее многих международных стартов, которые проводились, да, и проводятся на сегодня. И поэтому насчет того, что там соперники там слабые, нет, там вообще разговора нет. Единственное, вот, как я сказал, они стараются и призовыми, и турнирами все это как бы восполнить, чтобы мы как бы находились вот теми кондициями, чтобы уже... Ну и сегодня такая ситуация, что именно дзюдоистов на сегодня еще как бы нет такого, что там нас как бы сняли или там исключили. Мы до сих пор, сейчас сборная надеется на то, чтобы поехать на чемпионат мира в Узбекистане. И пока там планируется как
поехать и выступить. Ну, дальше просто посмотрим. Большие шлемы вы пропускали. Да. Ну, единственное, вот, я не знаю, вы наблюдали, не, месяца полтора или там команда выступила в большом шлеме в Монголии, и вот поэтому они сейчас надеются. Ну да, какие-то турниры мы пропустили, вот именно где, ну, больше турниров, который находился именно в Европе, по-моему. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас самый ближайший старт уже чемпионат мира через 1,5 месяца, даже меньше, по-моему. И мы надеемся. В общем, тренерский штаб перестроил как-то так, чтобы вы не теряли. Да, то, что вот эти турниры, они вообще не были запланированы изначально. И денежные, и призовые, вот они стараются, как бы, чтобы была мотивация, стимул, чтобы поддержать спортсменов. Мы, как вот Хасан сказал, ближайший старт, который остался, потому что мы много после Уламбатора прошли 3 или 4 турнира большого шлема в Европе. Как мы знаем, нашим спортсменам не ставят визу ввиду этих политических интриг, и они не смогли выехать на эти соревнования. Но чтобы как не терять форму, вот эти соревнования, которые внутри страны придумали, они дают поддерживать форму. Сегодня, которые вот на спартакиаде выступали многие весовые категории, которые в рейтинге, мировом рейтинге, есть там 5-6 человек, которые идут первыми в мировом рейтинге, так что у нас очень сильная команда, очень сильная команда. Мне кажется, это больше из-за того, что команда может привести такое-то, из-за этого больше. Ну, первый старт это чемпионат мира, если допустят, в Узбекистане первый старт это чемпионат мира. Я надеюсь, что по воле Всевышнего их допустят, что наша команда выступит и достойно выступит на этих соревнованиях. Если эти соревнования не будет, то, конечно, это чемпионат России. Это, то, что вот на чемпионате на России надо будет выступать, это обязательно. Будем на Париж, он уже не за горами, а если ты не набираешь рейтинговые очки, Париж тоже могут не все отобраться, на все по рейтингу. 22 человека всего лишь участвуют по рейтингу на Олимпийских играх, остальные эти слабые страны, 30, там 10 человек даются, да, Муса? Сколько? 10 человек там даются слабым странам, развивающим, а 22 человека это от всего этого мирового этого рейтинга должны туда попасть. Так что, чтобы набрать 22, это очень тяжело будет. Если не будет стартов, то могут и не набрать этих очков. А есть вероятность, что из-за событий на Украине наши спортсмены очень не допустят? Все связано с этим. Я говорю, это просто политические интриги. Все связано с этим, как бы, что вот из-за ситуации спецоперации на Украине многие украинские спортсмены, а также и дзюдоисты больше всего возмущаются, чтобы не допускали. Ну вот из-за этого все, посмотрим. Будем ждать лучшего. А команда также готовится, также все запланированные сборы, все они ездят. Сейчас 4 числа у них сбор в Сочи, буквально вот 4 сентября они уезжают. Так что по плану все готовится, к чемпионату мира, никаких этих, все идет по плану.